Это новости IT. Сегодня поговорим о новинках робототехники, обсудим отечественные разработки в сфере твердотельных накопителей и расскажем о том, как купертиновская компания Apple оценила снимки, сделанные в Якутии на iPhone. Поехали! Коронавирус там, коронавирус здесь. Везде китайская пневмония наносит ущерб, в особенности техносегменту. Февраль отметился отменой ряда крупных ежегодных мероприятий, на которых производители обычно показывают или анонсируют свои новые продукты. Помочь в борьбе с эпидемией вызвались крупнейшие игроки рынка. Такие техногиганты, как Google и Microsoft, начали предоставлять свои продукты бесплатно. Сделано это как бы в помощь в борьбе с COVID-19 и касается далеко не всей линейки ПО, а только тех программ, которые позволяют работать в удаленном доступе. Таким образом, производители хотят уменьшить убытки компаний при переводе сотрудников на дистанционный формат. На данный момент бесплатный доступ открыт к премиум-функциям Hangout, а также к службам совместной работы G Suite и Microsoft Teams. Вместе с тем, пользователи платных тарифов G Suite смогут организовывать конференц-звонки на 250 человек, не оплачивая $13 в месяц за каждого участника. Предложение будет действовать до 1 июля. С 10 марта в бесплатной версии Team появится функция видеосвязи без ограничения числа одновременных пользователей. Это предложение будет действовать в течение 6 месяцев. Facebook на этой волне предоставит Всемирной организации здравоохранения бесплатные рекламные площадки. Для того, чтобы бороться с дезинформацией и фейковыми новостями о коронавирусе, Марк Цукерберг пообещал ввоз столько бесплатного рекламного места, сколько понадобится. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Технологии приходят на помощь и медицине Китая. В Поднебесной продемонстрировали смекалку и приспособили руку робота для борьбы с COVID-19. Точнее как. За основу была взята разработка середины 2010-х годов. Она использовалась в перемещении вещей, но для медицинских целей важны точность и аккуратность. Поэтому, объединившись в одну команду, лучшие умы нескольких университетов Китая сделали робота-помощника для медперсонала. Рука на колесах может выполнять УЗИ, брать у пациентов мазки со слизистых, а также прослушивать легкие. То есть выполнять самые опасные с точки зрения заражения задачи. Один такой робот, к слову, стоит порядка $72 тысяч. А вот ученые из университета Мичигана нашли способ управлять протезами силой мысли. В одном из выпусков мы рассказывали об искусственных конечностях, которые работают с помощью чипа, считывающего импульсы мышц и работающего не хуже собственных частей тела. И новая технология тоже пополнила копилку новинок, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Современные протезы могут выглядеть очень естественно. Однако движение искусственных конечностей до сих пор серьезно ограничено. Но новые исследования, проведенные в университете Мичигана, позволят это изменить. Раньше одной из основных проблем была интенсивность сигналов, подаваемых нервами человека. Их протезы просто не улавливали. Профессор Пол Сидерно нашел решение. Он сделал своеобразный усилитель. Вокруг окончания нерва оборачивается кусочек мышечной ткани. Как только нерв приживается в нем, усилие мозга может заставить мышцу сократиться, и это уже может быть воспринято искусственной конечностью как сигнал. Участники эксперимента смогли поднимать и брать предметы, двигать пальцами и даже сыграли в камень-ножницы-бумага. Правда, насколько быстро эта технология окажется в распоряжении хирургов по всему миру, неясно. По словам экспертов, обычно на путь из лаборатории в клинику у новинки уходит около 17 лет. Пентагон и Ватикан разработали кодексы внедрения систем искусственного интеллекта. Если Пентагон очертил этические принципы использования ИИ в системах вооружений, то Ватикан озабочен соблюдением прав и свобод человечества на фоне дальнейшего развития технологий. Свод принципов определяет, как именно ИИ следует внедрять в боевые и оборонные системы. На разработку ушло 15 месяцев, в течение которых проводились консультации с экспертами. Основополагающими стали равная доступность, прослеживаемость, управляемость, прозрачность процедур и документации и предотвращение непреднамеренных последствий. Среди них есть и призыв к персоналу проявлять надлежащий уровень рассудительности и осторожности, что бы это ни значило. И отныне военнослужащие будут иметь возможность отключать или деактивировать развернутые системы, которые демонстрируют непреднамеренное поведение.
Ватикан же призывает защитить человечество в целом и права каждого отдельного индивидуума, а также регулировать такие технологии автоматической идентификации, как, например, распознавание лиц. Свой взгляд на это Ватикан уже предложил резидентам Кремниевой долины, и его поддержали такие компании, как IBM и Microsoft. Panasonic заявили, что останавливают производство солнечных батарей на заводе Tesla в Нью-Йорке. По мнению экспертов рынка, это может стать еще одним признаком ухудшения отношений японской компании с американским производителем электромобилей. А виной всему стало падение акций. Но мы в редакции думаем, что не обошлось и без вмешательства другого автомобильного гиганта – Toyota, которая, как мы знаем из прошлых выпусков, вместе с Panasonic уже в этом году открывает собственный завод по производству аккумуляторов. Tesla теряет сильного партнера. В среду руководство Panasonic заявило, что отказывается от сделки с американским холдингом по производству солнечных батарей на заводе в Буффало, штат Нью-Йорк. Японская компания по выпуску электроники заявила, что остановит работы в мае и покинет предприятие к сентябрю. От Panasonic на заводе трудится 380 человек из в общей сложности 1500 рабочих. Tesla надеется в будущем нанять большинство из них для своих операций. Газета Wall Street Journal пишет, компания Илона Маска уведомила чиновников, что продолжит производство. Шаг Panasonic является еще одним признаком напряженных отношений с Tesla, считают игроки рынка. Акции компании на торгах в среду потеряли более 2,5%. Объявляя о партнерстве в 2016 году, Panasonic заявил, что вложит 30 миллиардов йен или $272 миллиона в производство в Буффало. Первоначально там планировалось создавать солнечные панели, которые напоминают обычную черепицу для крыш Solar Roof. Но Tesla резко сократила свой бизнес в США из-за низкого спроса, и большинство элементов Panasonic приходится поставлять зарубежным заказчикам. Сообщается, что японская компания вместе с тем продолжит участвовать в совместном с Tesla предприятии по производству аккумуляторов для электромобилей в штате Невада. Поставки персональных компьютеров выросли в России. По данным за четвертый квартал прошлого года было завезено около 1 миллиона 700 тысяч настольных и портативных ПК. Это на 7,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Первую строчку лидеров занимает ожидаемо HP – почти 23% от всех поставленных устройств. Далее следует Lenovo – 19%, Acer – 17%, Asus – 11,5% и Apple со своими 5%. В целом, сегмент потребительских устройств в 2019-м переживал не лучшие времена из-за проблем с денежными доходами. А вот в коммерческом, напротив, наблюдалась позитивная динамика в поставках благодаря большому количеству проектов. И, конечно же, обновлению парка ПК на фоне завершения поддержки Windows 7. И да, в эти показатели не входят ноутбуки. Их количество, кстати, тоже увеличилось, но уже на 9%. Тем самым достигнув показателя в 1 миллион 100 тысяч экземпляров за последние 3 месяца минувшего года. Но российский техносегмент все никак не может успокоиться в плане импортзамещения. Неожиданно для всех бороться с зарубежными продуктами решили на поприще накопителей. Nanotage и Петрозаводский государственный университет разработали свой SSD по технологии NVMe. Форм-фактор, правда, выбрали U2, то есть обычного 2,5-дюймового накопителя, и к этому мы еще вернемся. Скорость на запись обещают порядка 1000 мегабайт в секунду, а чтение аж 3200. Ресурс в 1300 терабайт перезаписи в версии на 960 гигабайтов и 2700 терабайт на версии объемом 2700 гигабайт. Коротко, о чем идет речь. У нас есть SSD, которые, в отличие от обычных жестких дисков, абсолютно не издают звуков, более живучие к транспортировке и времени. Зависит, конечно, от технологии, по которой производят чипы памяти, но это уже частности. И скорость SSD берет в среднем 400 мегабайт в секунду. А есть M2 накопители, которые, как правило, вставляются напрямую в материнские платы, имеют скорость в среднем в 3-4 раза больше, чем обычные SSD. Так вот, возвращаемся к тому, что наши светилы сделали NVMe накопители, которые в основном используются в форм-факторе M2 в формате U2, то есть обычного SSD. А такие диски — это очень нишевый продукт, который не вставишь просто так в плату, и необходим свой проприетарный разъем.
И он, отмечу, есть далеко не на всех сборках. И выходит так, что массовый потребитель снова в пролете. Можно было бы предположить, что продукт возымеет спрос в государственных учреждениях, которые, как мы все понимаем, имеют не самое новое железо. И установка такого накопителя здорово бы ускорила процесс работы этих учреждений. И снова нет. Опять же, нужен свой проприетарный разъем. Где продукт в итоге возымеет успех, пока непонятно. Но если форм-фактор был выбран именно этот, то, скорее всего, уже были заказчики. Серверы обновить, к примеру. Хотя, опять же, что такое для сервера 2700 гигабайт памяти? В принципе, ничего. Это очень мало. Поэтому остается только гадать и надеяться, что в итоге про нас с вами отечественные новоделы не забудут. Говоря о новостях нашего региона, фотографию, сделанную блогером Константином Челобовым во время экспедиции покорителей холода в Якутии, признали лучшим кадром, снятым на ночной режим камер новых моделей iPhone. Один из членов жюри, старший вице-президент по маркетингу корпорации Филипп Шиллер, отметил, что фото могло бы стать открывающим кадром для шпионского фильма о холодной войне. Как отметил эксперт, фотография ставит интригующие вопросы. Где водитель? Куда идет экспедиция? Почему остановка нужна была именно на этой пустынной местности? На фото мы видим, как холодный туман пронизывает синий склон холма и заснеженную землю, обрамляя одинокое транспортное средство ярко-красными огнями, которые в свою очередь намекают на неизвестную опасность, заключил Шиллер. И в завершении, как всегда, об игро-новостях. Студия Kojima Production анонсировала дату выхода шедевра Хидео Кодзима Death Stranding на ПК. Ранее игра была эксклюзивом Sony PlayStation, и выход версии для персональных компьютеров поначалу был под вопросом. За ожидания ПК-бояре будут вознаграждены дополнительным контентом. Появится фоторежим, высокий фреймрейт, поддержка ультрашироких экранов и пасхалка для любителей Half-Life. Шапка в виде хэдкраба. Дата выхода 2 июня этого года. И тем, кто взял отпуск на это время, крупно повезет, так как ничего не будет отвлекать от симулятора курьера с закрученным сюжетом. Игру можно предзаказать в Steam и Epic Games Store за 3499 рублей. Контент по мотивам Half-Life будет доступен в обоих магазинах. Ну а на этом пока все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.